Сегодняшнее видео знакомит нас с селом Иб, которое растянулось по холмам левобережья Сысолы аж на 16 километров. По этой причине нет возможности в одном видео показать вся поселение и ограничимся его центральной частью с ближайшими окрестностями. Поселение с таким названием объединяет 13 деревенек, разбросанных по 7 холмам. Иб в переводе с языка коми возвышенность. Об окрестностях села рассказывают много загадочно-мистических историй, связанных с прежними обитателями этих мест чудскими племенами, согласно легенде ушедшими в недра гор, чтобы не принимать православную веру. Говорят, они до сих пор обитают где-то в глубинах холмов, и в подтверждение приводят аргументы о глохнущих автомобилях и странных стонах, доносящихся, словно из-под земли. Ученые и историки разыскивают небезызвестную Бум-гору, изображенную на картине Рериха, под которую ушла чуть. За 700-летнюю историю поселения на Ибских холмах произошло множество событий, ярких и трагических, и каждая из них по-своему заслуживает внимания современного туриста. Народная молва донесла до сегодняшних дней рассказы о городище на 7 холмах примерно 4-5 веков нашей эры, в котором жили языческие богатыри, красивые и сильные, способные перекинуть тяжелые дубинки с одного холма на другой. О кровавом нашествии гуннов свидетельствует чудское массовое захоронение, возле которого позже возникла деревенька Каргард, а всю территорию вокруг нее называют Кармыльк. В переводе поселение вблизи городища, мрачное место с непонятными явлениями, происходящими посреди ночи, летающими светящими шарами, незнакомыми стариками, которые вдруг появляются невесть откуда, чтобы помочь заблудшему путнику. Примерно в 14 столетии в здешних местах появился миссионер-монах Стефан, пытающийся жесточайшим способом обратить язычников в христианскую веру. Местная легенда гласит, что в 1383 году по пути в Вотчу он решил здесь остановиться, но сельчане закидали миссионера камнями и не дали ему высадиться на берег. За это Стефан Пермский прозвал местечко Худой деревней, сейчас это ибская деревенька Худой Грест, а большая часть ее жителей носит фамилию Худоева. По другой версии, Стефан поднялся на лодке от Сысолы по ручью Кунгаршор до Ибского холма Чойпан и с его вершины проповедовал, но население снова закидало миссионера камнями и, отказав в приюте, прогнало вон. В отместку Стефан Пермский обозвал ибское население худым, проклял посевы на полях и предрек, что деревня будет маленькой. Христианство все-таки пришло сюда, и сейчас в каждой ибской деревне построена своя часовня или церковь, а в Степановке с 1999 года действует Серафимовский женский монастырь. Через 500 лет в знак покаяния местные жители принесли крестным ходом из села Вотча икону святителя Стефана, отслужили на холме Чойпан молебен и за один день, 8 мая 1896 года, возвели здесь деревянную часовню в честь Стефана Пермского. С этого времени крестные ходы с чудотворной иконой стали традиционными, а деревня стала называться Степановкой. В мае от Сыктывкара до Иба приходят крестным ходом паломники. Путь от Свято-Стефановского кафедрального собора в Сыктывкаре до Серафимовского женского монастыря в селе Иб занимает 2 дня. Настоящее украшение центральной усадьбы села – Свято-Вознесенская церковь, построенная по проекту Вологодского иерея Иконникова в первой половине XIX века. Белоснежное здание венчает куполовидная крыша над иконостасом. Внутренний интерьер выполнен в бирюзовых оттенках. Жители села с огромным почтением всегда относились к главному храму села Иб. Во время пожара 1920 года, когда сгорел весь центр поселения, церковь удалось спасти.
Среди достопримечательностей села и Шейноякский могильник, относящийся к периоду Великого Переселения, а также так называемый Юрский парк Каргард, выходы на поверхность суши отложений юрской эпохи, в которые по сей день находят кости реликтовых животных ихтиозавров и плезиозавров. Из природных изюминок села Ип Можжевеловое озеро, у которого лечат болезни легких, и старая почти 200-летняя лиственница возле Вознесенской церкви, обхватом около 3 метров. Берегут жители села и свои святые источники. Из 16 известных в XIX веке, их осталось 9. В большинстве из них вода считается целебной, исцеляет от кожных хворей, детских болезней и заболеваний глаз. Возле некоторых родников устроены купальни. Финно-Угорский этнопарк — современная достопримечательность села Ип, появившаяся в деревушке Сёрт совсем недавно в 2011 году. Реализация первого этапа проекта заключалась в сооружении первичной инфраструктуры, состоящей из кафе с блюдами финно-угорской кухни, выставочных помещений, сувенирных ларьков, медпункта, детских комнат, а также гостиницы, конгресс-холла для проведения различных мероприятий, коми-подворья и детской тропинки сказок. В историко-этнографическом музее собраны уникальные экспонаты из старинного быта древних народностей, проживавших на Ипских холмах, предметы кухонной утвари, орудия охоты на разных животных и птиц, различные рыболовные приспособления, ткацкие станки и другое. Как правило, наибольший наплыв туристов приходится на конец августа и марта, когда проводится этнофестиваль Ибица. Но и в обычные дни отдых на Ипских холмах или на реке Сысоле весьма популярен у многих туристов, приезжающих летом на рыбалку, за грибами и ягодами, а зимой покататься на лыжах и тюбах с Ипских холмов. В этнопарке проводятся регулярные ознакомительные экскурсии, во время которых приезжающие узнают много нового о быте и культуре финно-угорских народностей Коми. Если у вас появилось желание познакомиться с достопримечательностями села Ип и этнопарка, а также принять активное участие в проводимых мероприятиях, к вашим услугам уютная гостиница Финно-Угорье. До Сыктывкара из многих городов можно долететь на самолете. Также можно доехать по железной дороге. От Сыктывкара до этнопарка в выходные дни открыто движение на фирменных автобусах, а в будни можно добраться рейсовыми автобусами, следующими в Киров, Обьячево, Койгородок. Время в пути около 50 минут. Приглашаю новых зрителей и подписчиков на мои каналы в YouTube и на платформе Яндекс.Дзен. Адреса вы видите на экране. Здесь вы можете посмотреть аэросъемки сел и деревень, снятых теперь уже в 9 районах Республики Коми, включая некоторые населенные пункты Сыктывдинского и Прилузского районов. Пишите комментарии, участвуйте в обсуждениях, делитесь своими историями и воспоминаниями по сюжетам видео.
Информация и фотографии, использованные при создании видеоролика, взяты с сайтов, ссылки которых указаны под описанием к видео.